Anda bize keyingi söz Dobar Kırgızбай Дүйшөнбекович жасалма интеллект жана билим берүүдөгү көйгөйлөр тууралуу. Ага келиңиз. Саламатсыңарбы бүгүнкү симпозиум катышуучулары. 80 жыл анча деле чоң убакыт эмес, бирок ушул 80 жылдын ичинде бир топ жакшы нерселер болуп, акыркы 5 жылдын ичинде мен да өзүм күбө жакшы нерселер ушул институтта жасалып атат, урматтуу кесиптештер. Анда урматтуу кесиптештер, мен өзүмдүн сүйлөгөн сөзүмдү орус тилинде улантып кете берейин. Жасалма интеллект дедик. Ушул жасалма интеллект анан проблемы образования. Вы, наверное, все прекрасно понимаете, что искусственный интеллект уже пришел к нам, хотя он о себе дал буквально недавно, заявил о себе где-то начиная с 2017 года, но уже за 10 лет он как цунами. Вы знаете, искусственный интеллект, как говорят, это не какой-то продукт или не какой-то отрасль. Это как цунами, как волна, как 9-й вал. 9-й вал, она уже накрывает весь земной шар. И вы сами прекрасно знаете, что ежегодно корпорации, финансирование по проблемам искусственного интеллекта растут в геометрической прогрессии. Если когда-то на исследования искусственного интеллекта выделялись где-то миллионы, сейчас по сотни миллиардов долларов выделяется на исследования в области искусственного интеллекта. Но самое интересное, искусственный интеллект, уважаемые коллеги, это, вы знаете, сам себя обучающее явление. И когда мы говорим с этой точки зрения, то искусственный интеллект, уважаемые коллеги, оно проникает во все сферы жизни общества, в том числе и в систему образования. А теперь смотрите, уважаемые коллеги, вот прошло всего-навсего 13 лет, когда искусственный интеллект заявил о себе и начал широко распространяться по земному шару. За 13 лет. А теперь я читаю на повышение квалификации учителям лекции, я несколько раз провел такой опрос. Что значит, как вы понимаете, искусственный интеллект? Просто такой элементарный вопрос. И оказалось, где-то 99%, уважаемые коллеги, тех, которые приходят к нам повышать квалификацию, они не видят разницы между искусственным интеллектом и цифровыми технологиями, уважаемые коллеги. А это говорит о чем? А тем не менее, по прогнозам, уважаемые коллеги, по прогнозам экспертов в области искусственного интеллекта, того же Рея Курсеева, вы, наверное, читали ее выступление, в том числе Рея Курсеева, который говорил, что к 1945 году искусственный интеллект будет мощнее человеческого мозга миллиард раз. Уважаемые коллеги, представьте себе, миллиард раз. А к 2060 году 70% того, что мы сейчас делаем, будет делать искусственный интеллект. Это уже говорит о чем-то. Далее. Уважаемые коллеги, 70% будет делать именно искусственный интеллект. И в этих условиях, конечно, буквально недавнее заявление одного из разработчиков искусственного интеллекта, вы, возможно, тоже читали, Демиса Хасабиса. Он как раз президентом является, я сейчас точно не могу назвать на английском языке, как раз он является лауреатом Нобелевской премии. Буквально 3 года тому назад он получил именно в этой области. Он заявил, что в скором времени, буквально в скором времени, в течение 5 или 10 лет, появится общий искусственный интеллект.
А что это значит, общий искусственный интеллект? А это вы прекрасно понимаете, что это значит, что многое, это сравнимо, когда мы говорим про общий искусственный интеллект, это сравнимо как вот появление того же интернета. С появлением общего искусственного интеллекта поменяется очень многое в нашей общественной жизни, в том числе и в системе образования, в том числе и в системе образования. Говорят, максимально, особенно с появлением общего искусственного интеллекта, максимальное воздействие будет на систему образования. А теперь посмотрите, уважаемые коллеги, а готова ли наша система образования вот именно к этим вызовам, которые идут семимильными шагами? Готова ли наша система? Если 99% учителей, которые приходят на повышение квалификации, не понимают, что такое искусственный интеллект, не видят разницы между цифровыми технологиями и искусственным интеллектом. Я как-то еще выступая, я помню, на одной и той же конференции говорил, год тому назад, я не помню, я говорил, что надо в школах обязательно вести предмет, потому что время идет, вы понимаете, искусственный интеллект – это обязательно вести предмет, возможно, искусственный интеллект. Я не знаю, там специалисты в этой области могут более точнее сформулировать этот предмет, я не знаю, но тем не менее обязательно вести предмет именно по проблемам искусственного интеллекта. Не информатика. Понятие информатика, оно уже отошло во второй план. Сейчас понятие информатика стало уже, вы знаете, это история. А надо именно вести предмет, который связан именно с разработкой. А теперь посмотрите в системе высшего профессионального образования. Я просмотрел программы, стандарты подготовки учителей. Уважаемые коллеги, вы извините, в этих стандартах ни одного предмета касательно искусственного интеллекта. Просто возьмите стандарт. Ни одного предмета касательного искусственного интеллекта. Значит, мы уже должны сейчас, уважаемые коллеги, открыть специальности и направления, связанные с искусственным интеллектом. Вы же прекрасно понимаете, что мир очень сильно изменился. Хотим мы этого, не хотим мы этого, мир изменяется. Как говорит Клаус Шваб, сейчас идет великая перезагрузка. Уже не будет так, как было, допустим, лет 15 или 20 или 40 лет тому назад. Дети наши изменились. Те дети, которые сейчас учатся, допустим, вот учатся сейчас дети, как и говорят, поколение Z. Вот уже приходит к ним поколение Альфа. Про этих детей вообще говорят, что они, если поколение Z это цифровые аборигены, то поколение Альфа это аборигены искусственного интеллекта. Именно родились как раз, когда начало активно проявляться искусственный интеллект. Значит, почему сейчас дети не хотят учиться? Почему дети не хотят ходить в школу? Да потому что наши дети оказались не там и не на том месте. Вы извините, пожалуйста. Мы просто-напросто отстали от наших детей, уважаемые коллеги. Отстали. Вы понимаете, мы все время говорим что-то поменять. Давайте начнем меняться сами. И понимать, что уже искусственный интеллект, уже оно неотвратимо, оно надвигается, оно уже зашел. Буквально через какое-то определенное время оно уже займет все пространство. Я понимаю, что оно, конечно, вызывает очень много, конечно, тревоги. Мы должны быть к этому готовы. Если не будем к этому готовы, просто-напросто мы останемся, вы знаете, на обочине нашей цивилизации. Просто окажемся на обочине нашей цивилизации. Значит, Кыргызстан просто-напросто останется снова как за границей, то есть он не будет в числе развитых
стран. И поэтому наша первая задача, задача системы образования, системы повышения квалификации, именно обратить внимание на проблему искусственного интеллекта, обратить внимание на создание каких-то дополнительных курсов, возможно, для нашем институте повышения квалификации открыть уже направление по проблемам искусственного интеллекта. Возможно, в вузах уже открыть факультеты, связанные с искусственным интеллектом. Наши учебники переориентировать. Те учебники, которые на сегодняшний день у нас есть, они уже не отвечают понятиям искусственного интеллекта. Вы знаете, как у нас, вот я всегда повторяю эти слова, у нас управление системой образования управляется образом 20 века, используя инструменты, педагогические инструменты 19 века. А мы-то живем в 20 веке, уважаемые коллеги, давайте же будем быть наравне с развитием искусственного интеллекта. Спасибо за внимание. Argül tazacılık, sabır, cana bilim bilen balaga ülgü gösterdi. Gelecekte yol açığı, muhallimden ıyak milleti. Sen taza bolsun, men taza bolsun, kon taza bolup, ölümünün geleceği bilim alusuz muhallimlerge baylanışlı. Alifbeli жазған emgegimiz tekkek ettirdi. Urmaktуу men sıymıktangan muhallimler, Argül'ün baldarga mıқты bilim berүүгө, жүрөк менен аракет кылды. Men ишен алы арабай силер менен сыймактанам. Кесиптештер, институттун 80 жылдык маарифесине катышканыңыздарга абдан мактанам. Жаратмандык жумушуңуздар жемиштүү болсун. Санарыптык мугалим катары билимди өнүктүрүү алдыга умтулуңуздар. Если на уроке какого-либо ученик всегда усердно и старательно трудится, проявляя большое прилежание, значит, этот учитель внес действительно большой вклад в воспитание трудолюбия и усердия у ученика. Кыргыз Республикасынын Агартуу министрлигинин алдындагы педагогикалык кызматкерлердин квалификациясын жогорулатуу жана кайра даярдоо республикалык институтунун 80 жылдыгы менен чын жүрөктөн куттуктайм. Вы разработали 12-летнее образование и программу «Алтын казак», создали платформу «Устат». Это огромный труд, уникальное достижение в сфере образования, которое заслуживает глубокого признания. Я от всего сердца выражаю вам свою искреннюю благодарность за этот значительный вклад. Каждое ваше усилие дает ребенку бесценные знания, освещая его будущее ярким светом. Ваш труд является вдохновляющим примером и источником мотивации для всего общества. Спасибо за вашу преданность и за то, что вы делаете для будущего наших детей.